друзья! Всех приветствую сердечно, как обычно. Так, извиняюсь, кое-что нужно было настроить. Так, сегодня у нас 19 февраля 2025 года. 17 часов по Берлину, 19 по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале YouTube Reality и на канале Аслан Арцуев TikTok. Так, сегодняшний свой стрим я назвал «Шок. Русский гамбит Трампа. Путина замочат в сортире». Давайте об этом и многом другом поговорим. Давайте об этом и многом другом поговорим. Но перед тем, как начать свой стрим, по традиции я хочу рассказать о потерях русских оккупантов от Генерального штаба Сбройных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено и ранено ровно 1300 бандитов, 19 танков, 23 боевые бронированные машины, 72 артиллерийские системы, 3 РСЗО, 4 антиаэркрафт системы, 175 БПЛА уничтожено, 146 автомобильной техники и цистерн уничтожено и 1 спецтехника. Слава Украине, слава ЗСУ! Так, одну секунду. Друзья, все, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, не пишите комментарии, не ставьте лайки и будьте осторожны. Все остальные, вы знаете, что делать. Итак, что такое гамбит? Давайте я вам расскажу, друзья, о чем нам говорит, что такое гамбит. От итальянского слова «der il gambetto» – подставить подножку, значит. В шахматах и шашках общее название дебютов, в которых одна из сторон, в большинстве случаев белые, в интересах быстрейшего развития захвата центра или просто для обострения игры жертвует материал, обычно пешку или шашку, но иногда легкую фигуру. Различают принятый гамбит, жертва принята, отказанный гамбит, жертва отклонена, и контргамбит. Вместо принятия жертвы противник, в свою очередь, сам жертвует материал. Впервые термин гамбит был применен Р. Лопесом в 1561 году для названия шахматного дебюта. Ну, вы поняли, что такое гамбит. Гамбит — это когда вы жертвуете чем-то, чтобы достичь своей цели и достичь более больших, более стратегически важных для вас решений, целей. Вот поэтому сегодня я назвал свой стрим «Русский гамбит Трампа». Сегодня на первый взгляд нам может показаться, что Трамп все сдает. Может показаться, что Трамп агент чей-то там и так далее, что, конечно, не может быть в принципе, просто потому что не может быть по определению. И сегодня мы наблюдаем очень уникальную шахматную партию. Уникальную. Я понимаю, что и русские хорошо понимают, что творят, что происходит в отношении их, что им приготовили американцы. И русские что-то выторговывают. Как мы знаем, говорящая голова Путина, там есть один Евгений Федоров, который возглавляет НОД, ну или штабы НОД, они всегда так делают так, чтобы не нести ответственность, они там координаторы НОД, и как бы они всего лишь координируют. Он рассказывал, что 2,5 года уже они понимают, что войну войной не выиграть. Просто вот этими мясными штурмами никаких результатов не будет. Они все прекрасно понимают.
Значит, идет просто торг. Идет торг за то, чтобы как можно дольше продержаться в этой битве, в надежде, что украинцы выдохнутся, Запад устанет помогать Украине, и что-то изменится. И так уже длится 2,5 года с того момента, как они сами уже признают. Человек Путина, Федоров, он сам говорит, по-моему, это кроме Кадырова и Федорова, я больше никогда не слышал, чтобы он говорил, что он человек Путина. Вот прямо так называли, что он человек Путина. Хотя, конечно, у Путина большая команда. И они прямо заявляют, что мы войну выиграть не можем. Не можем. Давно уже очевидно, а нам было очевидно с момента просто вторжения, с первых дней войны, что войну они у Украины не выиграют. Но уже давно уже понятно и очевидно, что они пытаются выиграть себе какую-то индульгенцию. Они хотят, именно ФСБ, система, они хотят, чтобы их оставили в покое. Конечно же, их могут оставить в покое. Они могут выторговать что-то у американцев, у Запада. Конечно, украинцев спросить придется в любом случае. Как говорится, украинцев, что бы сейчас ни говорили, не объехать, не обскакать. Украинцы — это главные действующие лица в этой схватке. И дальше будет, Украина будет очень такой мощной, передовой европейской страной. В военном плане в том числе. В первую очередь в военном плане. Но вот разные вот события происходят. Да? Путин требует сохранения. Вот смотрите, я просто буду говорить только лишь вот первое, что придет в голову. Я не готовился, вот чтобы сейчас вам рассказывать. Ну, я уже неоднократно просто договорил вспомнить, как русские сдают все. Ну, имеется в виду, как ФСБ сдает своих военных, ГРУ сдает. Сдали Телеграм. Ну как, сел в Баку, полетел с Путиным, пообщался, сел на самолет, Дуров, прилетел в Париж и сдался. Очевидно, все это видели, правильно? Никак от этого не отвертеться. Все, наверное, читали обращение к своему народу, ну или к своим подельникам Башара Асада, бывшего президента Сирии, который сказал, что начался штурм вот этой нынешней пришедшей к власти оппозиции, и его вывезли для безопасности на базу Хмеймин, по-моему, эта база называется. Оттуда без спроса его посадили на самолет и вывезли в Москву. Все, Сирия пала. Ну что это, как не торговля? Ну за что? За что Путин сдает Сирию тогда, получается? За что? Столько лет не могли бороться. Сейчас некоторые утверждают, там разные исламистские проповедники рассказывают, что там нам Аллах дал эту победу, там туда посмотрите, там в Сирии как быстро все произошло, Господь там смилостивился туда-сюда. Так, он же не просто так смилостивился, там же какие-то события происходили, и это нужно все учитывать, а не так просто вот ты сегодня спишь, лежишь, утром встал, пошел в атаку, и все разбежались. А до этого 10 лет, 13 лет они не разбегались. Вот то же самое сейчас, на мой взгляд, да, может произойти с Ираном. ФСБ сдает уже и эту свою позицию, чтобы сохраниться. И вот ведя эту войну, теряя своих людей, теряя экономику, теряя репутацию, колоссально просто, ну, посмотрите, из этого болота невозможно выбраться просто русским. России, россиянам просто невозможно. Когда это вы поймете, я имею в виду чеченцы, которые сидят и молчат до сих пор, не выберутся они из этого уже.
Чем дальше, тем все хуже, хуже, хуже у них происходит. И это только они сейчас на том жирке держатся, который они накопили за последние там 20 лет, 30 лет после развала Советского Союза. Все идет в тартарары, все катится, валится просто. Понимаете? Как-то так. Вот смотрите, Гор. Вот это, наверное, тролль. Он каждый раз к нам заходит сюда и постоянно пишет. Но из-за того, что не матерится и там явно не оскорбляет, я его оставляю. Потому что у нас свобода слова, человек имеет право высказывать свое мнение. Пусть недовольный, пусть он нам оппонирует, пусть он враг. Но есть такая позиция. И вот из-за этих людей у нас возникли проблемы. У нас, у всех, у них проблемы, и у нас проблемы. Вот из-за этих людей. Вероятно, это тролль. Может быть, это настоящий человек, который высказывает свою точку зрения, свою русскую, русистскую, фашистскую точку зрения, отстаивает ее. Вот у меня вопрос к русским, вот, таким русским, не троллям, а вот, которые имеют свою позицию. Ну как вы не можете этого видеть, очевидное? Ну вы не можете быть за Путина, который просто об стенку убивает просто ваших молодых мужчин, ну уже и не молодых, и алкашей, и бичей, и зэков, всех кого. Хотя зэки это самые достойные люди, между прочим, на России. Самые честные, самые достойные вот в этой всей, вот этой. Понимаете? Вот это нужно как-то понять, разобраться. И сейчас что происходит? Америка набирает обороты, Америка становится сильнее. За эти 3 года, пока Россия переходила на военные рельсы, она переходит, она собирается воевать. У ФСБ другого выбора нет, кроме вот этого русского мяса, российского мяса. Другого просто у них нет выбора. Нет у них ни танков, нет, они на ослах, на ишаках, там, на чем угодно, на верблюдах будут воевать. Ну, людьми будут воевать, мясом своим будут воевать. Это сейчас кто-то за деньги идет. Освободили, все тюрьмы уже опустошили. Бомжей, никого вообще на вокзалах, там, алкашей, бомжей уже давно не осталось. Всех тюрем, всех зэков, мэков, всех собрали, кого только возможно. Сейчас по новой наполняют эти тюрьмы и по новой будут отправлять. И потом они будут мобилизовать уже всех подряд. И женщин будут мобилизовать. И все они будут делать для того, чтобы один день прожить. Один лишний день, чтобы система КГБ, ФСБ один день смогла существовать. Ну, в первую очередь, Путин, Патрушев и другие. Но рано или поздно придет к этому конец. Им ничего не простят. Ни Трамп не простит. Не может Трамп, даже если бы он был бы агентом их, он не смог бы этого сделать. Если бы он был бы агентом, он бы на пушечный выстрел президентской гонки не подошел бы. Он бы уже, ему дали бы 1500 лет тюрьмы, и он сидел бы в тюрьме. Понимаете? Поэтому это такая вот интересная ситуация разворачивается. И еще мы должны понять, Трамп не за чеченцев, не за украинцев. Там мы все привыкли, украинцы особенно там начинают писать, вот Трамп плохой, Трамп сякой. Так Трамп вам ничего не должен, и Америка вам ничего не должна. Спасибо надо сказать. Понимаете? Байден сделал отлично, Трамп делает отлично. Он за Америку, и Байден был за Америку, хоть и не говорил, как Трамп об этом. 100%, 1000000% Байден и Блинкен были за Америку. Понимаете? Они не были за чеченцев, там, за украинцев, там, за кого-либо. Они за себя. Как и мы за себя. И вы, украинцы, за себя. Ведь тысячи и тысячи сражающихся, погибших украинцев, они же за американцев не пошли бы воевать, правильно? Не пошли бы. Когда на них 11 сентября произошло, украинцы же там были, принимали участие, ограниченный контингент. Ну, гибнуть, сражаться же никто не пошел бы. А если бы кто-то пошел бы, все бы говорили, ты что, дурак, что ли, идти за американцев. Так же и здесь. Каждый сам за себя. Это такой суровый мир, к сожалению. Но это не значит, что не может быть у нас общих интересов с американцами, с украинцами. Поэтому вот ситуация разворачивается очень интересно. И
Все будет, я так думаю, все используют всех. Будет потихоньку, давайте будем, сейчас смотрю, я отвлекаюсь на ваши комментарии, друзья. Если Америка только за себя, что ты флаг вывесил американский. Так, знаешь, у меня, Гор, надежда, что Америка, она посчитает, а ей выгодно быть с нами в союзнических отношениях, любому выгодно. Понимаешь, вот смотри, вы русские, как вы за нас держитесь. Вы понимаете нашу ценность. Понимаешь? Вы делаете ставку, у вас огромное количество народов внутри, которые там давным-давно вам служат. Служат просто до беспамятства, верны вам всю свою историю, поколениями уже верны. Но вы все равно делаете ставку на нас. Почему? Потому что, ну, не буду я все достоинства перечислять, вам это выгодно. Вы считаете, что вам это выгодно. Поэтому, как говорил Джохар Дудаев, мы очень хорошие и верные друзья. Как волк бывает в своей стае верен, вот такие же мы верные. Но очень хищнические и отвратительные враги. Поэтому я считаю, что американцы, если, ну, они просто далеко живут, им как бы у них, ну, весь мир у их ног, так сказать, правильно? Если как есть говорить. Смотрите, ваш великий супер-пупер Путин умоляет просто, бегал за Обамой у туалета, ловил его там, чтобы словечком перекинуться. Великий просто, самый ужасный и великий Путин, представьте. И вот то же самое сейчас за Трампом, за Байден вообще на вас плевал, короче, он вас вообще в упор не видел. Кстати говоря, мне политика Байдена очень нравилась, и Блинкина нравилась, вообще респект всем. Поэтому я рассчитываю, надеюсь, понимаешь, не потому что это случится, или у меня есть какие-то гарантии. Я просто хочу достучаться до них и сказать, что мы очень хорошие, верные друзья. Пожалуйста, обратите на нас внимание. И как на Ближнем Востоке есть Израиль надежный, много лет надежный союз. Мы на Кавказе будем такими же надежными и верными своему слову и договору союзниками. Поэтому там висит этот флаг. И я с большим уважением, на самом деле, всегда относился к Соединенным Штатам Америки и к Великобритании, если так признать. Но Великобритания мне казалась такой большой, такой страшной империей. Ну, империя, сама империя меня, Россия, отторжение уже с детства вызывало у меня, само слово империя у меня вызывало отторжение. А мне казалось, что Америка это, конечно же, продолжение Великобритании, хотя они воевали и отделялись там и все такое, но они как бы единое целое. И мне казалось, что это Америка, 50 государств американских, это такие вольные люди, которыми мы и являемся. Ну, в принципе, и Британия тоже. Поэтому как-то так. Заблокировал. За что ты его заблокировал? Ну ладно, я его тут оставлял, ладно, забанил. Как там? Сдох Егорка, ну и хрен с ним, да? Или не помню, как там было. Нет больше Егорки. Нормально был Егорка, да? Я отблокировал его. Да уже можно было оставить. Просто он не оскорбляет, пусть будет. Да. Мы же за свободу слова, правильно? Пусть будет. Ты в Ютубе не видел, они тут заходят, там слава Русне, там кричат, флаги тут развешивают, я их не баню. Только вот матершинников, там вот каких-то таких. Ну, давайте почитаем сперва, что у нас YouTube пишет. Так, Шамиль, Баванятка, всех приветствую, валейк салам, витаю вас, друзья, шалом алейхум. Мне кажется, русские давным-давно заранее подготовились в случае прихода Трампа к власти. Ну, наверное, какие-то планы у них так готовы были, ну, а что тут готовиться? А что готовиться-то? Их задача выжить
у руководства России единственная задача, это то дураки, которых на мясные штурмы посылают, они думают, что они там чего-то добьются. Руководство России мечтает только лишь выжить. Еще тысячу, каждый день по 1000, по 1500 своих людей набить для того, чтобы выжить. А когда эта война закончится, все вот эти раненые, которые, кажется, да, 2 раненых, 1 убитый, грубо говоря, да, так у них выходит. Эти все будут инвалиды, никому не нужно, никаких им льгот не будет. Наоборот, им будут говорить, вы за деньги, они же уже сами говорят, русские вот эти бородаи там разные всякие, говорят, мы же им деньги платим. Все по-честному, идут за деньги. Когда война закончится, вся Россия будет винить их и говорить, вот они будут без ног, без рук, где-то там инвалиды. Говорит, это вы, козлы, довели Россию до этого, вы за деньги Путину продались и убивали наших братьев-украинцев. Вот что будут им, говорит, плеваться в них будут. Это вот в этих героев, которые потом свои медальки будут свои прятать. Вот до чего все это доходит. Поэтому все нормально, Дым. Падают, все нормально. Здравствуйте. Привет, привет. Так, я же говорил, Трамп... Ага, понятно. У русских тактика, если они слабые, то стараются показать себя сильными перед миром. А если они сильные, то русские показывают себя слабыми. Ну, это делают все, мне кажется. Ситуация развивается, теперь ходи оборачивается. Теперь ходи оборачивается. Не понял. Интернет все помнит. Неужели интернет все помнит? Я очень надеюсь, Роман, интернет что все помнит. Очень важно, чтобы интернет все помнил. Очень важно. Очень важно. Я тут пытаюсь все сохранить. Как ты успеваешь и там, и тут? Трамп говорит Европе поднять военный бюджет до 5%, но тем временем Трамп хочет завершить войну. Я ничего не понимаю. Если войны нет и Россия вернется к G7, так откуда угроза? Но смотри, Россия никогда не вернется в G7 при Путине. После Путина, может быть, когда-нибудь что-нибудь изменится. Никогда не вернется. Вы отделяете политическую риторику, политические там разные слова от реальных действий. Готовятся и поднимают на 5%, вот за этим, да, следите, вот за этим наблюдайте. И Европа, Запад вооружается, до зубов вооружается и будет вооружаться. А то, что в G7 вернут, ну, да, можно говорить все, что угодно. Ну, вернут, ну и все, и что, и на этом все закончится. А Путин имеет надежду, ему важно, ситуация внутри-то тоже у него очень, не очень хорошая, прямо скажем. И ему нужно, чтобы показать, смотрите, со мной Запад договаривается. Все-таки Путин был прав, он Дугин говорит. Путин был прав во всем, он молодец, он пробивает. И уже остатки надежды, которые уже почти закончилась эта надежда, они снова россиянам дают надежды. И знаете, в какой-то степени это очень цинично, что давать им снова надежду, когда они уже практически поняли, что бесполезно. И они опять пойдут на утилизацию. Вот, смотрите, вот видите, все-таки Путин, стратег, он додавливает, он встретились, поговорили. А о чем поговорили? Об Иране поговорили, про Украину там не говорили, практически не говорили. Говорили там какие-то гарантии, дайте Путину сбежать, дайте там Патрушеву переехать, еще что-то, сохраните систему ФСБ, ну еще что-то, не знаю я, о чем они еще могли говорить. Но факт то, что никакой G7, ничего этого не будет. Я в это не верю лично. Я в это лично не верю. Я всего лишь имею информацию из открытых источников, но
мне моя интуиция подсказывает, что нет. Так. Еще в Русне будет часть инвалидов, часть в тюрьме, а часть надзиратели. Ну, все как обычно на реалити. Чатлани Ахтунг. Лайк дважды по экрану. Друзья, кстати, это очень важно. Вот смотрите, вы смотрите в этом, в телефоне. Нажимаете и ставите лайки. Это важно. Так. Салам, Асан, как думаешь, сколько Пыне еще жить будет? Я думаю, лет 10. Салам Эльгатто, я не знаю, сколько он будет жить, это только Богу известно, но в таком режиме это может продержаться и 10 лет, это может продержаться и 20 лет, я не знаю, если честно. Я предполагаю, что осталось этому максимум 3 года, я вот в эту цифру уверен, и очень большая надежда, что в этом году россияне наконец-то проснутся, об стену просто убиваться перестанут и пойдут на свой Кремль и свергнут свою власть. Свергнут власть, придут и покаятся перед украинцами, перед чеченцами, грузинами. Только не какие-нибудь Ходорковские, там разные другие фашисты будут приходить к власти, которые ничем не отличаются. Проведут люстрацию КГБ. Никого из, кто служил в КГБ, ФСБ, там, ГРУ, никого не допустят к власти. Придут какие-нибудь нормальные. Есть же на России люди, которые не служили в этом КГБ там, или в ГРУ и где-то там еще. Есть интеллектуалы, есть кто-то выехал, где-то там, какие-нибудь. Конечно же, в Украине нужно сперва провести эту люстрацию. Я как раз сегодня перед началом смотрел интервью разведчика Червинского, Романа Червинского. Это бывший СБУшник, спецслужбист украинский. Ну, и я просто, восхищен этим человеком. Вот все, что я думал и подозревал, он про Украину, про украинскую власть, он прям выдает с фактами. И вот эти люди могут все-таки найти людей, которые смогут помочь какой-то группе россиян прийти к власти. Ну, конечно, не должны быть Пономаревы, Мономаревы, какие-нибудь симулякры, которых мы все видим. Но это вообще никуда не годится. Это вообще ни о чем, которые сейчас говорят. Кстати говоря, я вам советую послушать интервью РУ Дельфи Литва, канал называется, и эксклюзивное интервью украинского разведчика Червинского, Романа Червинского. Сегодня вторая часть вышла, просто не пожалеете, послушайте этого умнейшего человека и его ведущего журналиста, тоже очень умного человека. Ну и, конечно, Роман Червинский, вот эти люди, которых я, например, поддерживаю. И он прям выдает все это. Вот, наверное, смотрит реалити. Уверен, Роман, если ты смотришь, большой тебе салам. Ты молодец. Надеюсь, ты не воевал против чеченцев. Очень на это надеюсь. Поэтому вот эту ситуацию нужно вычищать. Понимаете? Вычищать нужно. Это и в Украине нужно вычищать, и в России нужно вычищать. И становиться нормальной, цивилизованной, демократической, правовой страной, где коррупция это позор, а не вид спорта. Понимаете? Понимаете? Вот как-то так. Ну, давайте. Давайте комментарии еще ваш почитаю.
Единственный оппозиционер, который реально что-то мог, это Пригожин. Все остальные это шелуха, которые до конца своих дней ничего не добьются. Но смотрите, Пригожин это был симулятор. Симулятор. И имитация, хотя бы в начале, это, как его, Буданов, Кирилл Буданов рассказывал, о, Пригожин, настоящий, это бред просто, настоящий, что никакого настоящего там мятежа не было Пригожина, это было выявление военных. И вначале я тогда подумал, что все-таки Пригожин тоже грохнули, хотя вполне могли и грохнуть его, а могли его просто вывести, выявить всех недовольных Путиным, ФСБ и ликвидировать. И вот этот же Уткин, главарь этой Вагнера, банды Вагнера, его ликвидировали. Он был там главный организатор этого всего. Поэтому никакой оппозиционером Пригожин не был. А вот вокруг него, да, были люди, которые поверили, что вот Пригожин какой-то там супер известный, супер талантливый парень, и он свергнет власть в Москве там и так далее. Нет, этого нет. Но это не значит, что они не появятся. Более того, могут появиться военные, которые на самом деле могут прийти к власти и еще больше закрутить гайки на России. Поэтому и 10 лет, и 20 лет это вполне может растянуться уже внутри России. Посмотрим. Основа, ведь ФСБ пойдет на крайности, чтобы не потерять власть. Куда еще больше крайность, если каждый божий день 1300, 1500 убитыми и ранеными своих людей они в мясные штурмы бросают. Абсолютно бесперспективно. Они захватывают населенные пункты, кладя 50 тысяч людей своих, где проживало 5000 человек. Представьте себе, 50 тысяч своих людей они кладут, сравнивают все, просто в руины превращают все, кладут 50 тысяч, что населенный пункт в 5000, деревня, село, какой микрорайончик какой-нибудь захватить. Поэтому в этой войне, конечно, украинцы несут потери, но русские в очень тяжелом положении, очень. Моему знакомому, который на войну ушел, ни копейки не заплатили, всем остальным, кто с ним был. Да, это тоже правда. Очень много кидают, очень много обманывают. Совершенно верно. И все русские надеются, что вот какое-то чудо произойдет. Великий стратег Путин, там Трамп, там и так далее. Сейчас что-то изменится. Не изменится. Не изменится. Для русских, у меня, для россиян в целом, у меня плохая новость. У вас все будет плохо. Каждый день будет хуже и хуже. Все, что вы другим желали, вернее, возвращается к вам. Бандера пишет, любые договорники с военным преступником – это легитимизация всех его преступлений. Это плевок в мировое право и порядок, где плевок это плевок в демократию. Смотрите, я свой сегодняшний стрим поэтому так и назвал «Русский гамбит». Чем-то нужно жертвовать для достижения каких-то целей. Опять же, я считаю, что сейчас в Эр-Рияде позавчера прошли переговоры не об Украине. Хотя, конечно же, из-за Украины там они собрались. Русские в первую очередь. А из-за Ирана и Ближнего Востока. Американцы пытаются решить свои еще дальше проблемы. Не зацикливаясь там или не фокусируясь только лишь на Украине. Понимаете? Поэтому... Если американцы какие-то свои цели преследуют, мы их за это винить не можем, понимаете? У них свои какие-то цели. В этот момент, когда касается Украины, вот они, да, им это интересно, заступиться за Украину, помочь Украине. Не потому, что это Красный Крест или какие-то там добряки какие-то. Хотя они и добряки, и международное право соблюдают, и гуманитарное право соблюдают, и права человека соблюдают. Но при всем при этом они
избираются американским избирателям и служат американскому избирателю. И в первую очередь их интересуют Соединенные Штаты Америки. Когда вы садитесь за стол переговоров с американцами, вы не говорите о чем, где справедливость, а где несправедливость. Вы говорите, в чем польза будет для Америки и для вас, в частности, правильно? Поэтому вот такой вот суровый мир действительности. И если они там встречаются в Америке, это, ты, конечно, громко говоришь, там, военный преступник, там, легитимизация. Ничего не легитимизировалось. Что там легитимизировалось? Встретились, да, поговорили. А с кем они не встречаются? С кем? Объясните. Они ничего русские не могут, понимаете? Ничего они добиться не могут, русские. Понимаете? Даже вот русские сейчас говорят, американцы моргнули, говорят. Типа, уже как бы сравнивают Трампа с Кеннеди. Что типа Кеннеди тоже моргнул, когда там ракеты поставили на Кубе русские. И за это его глубинное американское государство его ликвидировало, Кеннеди. Ну и так далее, что типа Трампа тоже могут ликвидировать свои за то, что он сейчас пошел на попятную и так далее. Ну, это не соответствует действительности, на мой взгляд. Потому что не будет, да, могут нанести ядерный удар, могут теракты делать. Это вот они это специально же делают, теракты. Мы же видим, что теракты происходят здесь, в Европе. Они будут добиваться того, чтобы сохранить свою систему. Русские что хотят. А американцы хотят максимум выжить от русских, что у них есть. А русские могут каждый день брать по 1500 человек, посылать их на убой и вот прожить еще одни сутки. Вот такая вот кровавая система. И до конца своей жизни Путин будет воевать. Ну, нужно дальше как-то развиваться. Украинцы же тоже гибнут. Правильно, Бандера? И нужно же это тоже понимать. И я думаю, все очень, очень правильно в русле развернется. Никто не предал никакую демократию, никакую Украину. Никто не предал, на мой взгляд. Я так не считаю. Если это произошло бы, я бы не говорил бы этого. Я никогда вам не врал. Вот 6 лет уже моему каналу, 6 лет я здесь говорю, я никогда не врал. Ни вам, чеченцы, ни украинцы, ни всем своим союзникам, друзьям не врал я. И сейчас не стал бы. Зачем мне это делать, если 6 лет этого не делал? Зачем? Смысл? Ничего. И все равно скоро станет все ясно. Подождите месяц, 2, 3. Подождите. Такого не может быть. Так, подождите. Такого не может быть, Аслан. Здравых людей мало, а служак в России почти 5 миллионов. Прокуратура, следователь, МЧС, кто же пойдет на Кремль, если только с Кавказа пыхнет? Да, к большому сожалению, Тарас, и я думаю, вы правы. К большому сожалению. И Россия еще не достигла порога, когда она полностью выдохлась. И прокуратура, и МЧС, и ФСБ, и все остальные вот эти бандиты, их огромном количестве. Кавказ не полохнет, не пыхнет, потому что нету на Кавказе. Вы думаете, россиян, русских оболванивали, а дагестанцев там и других кавказцев не оболванивали? Очень даже оболванивали. На работу брали. Они все повязаны чеченской кровью. Все наши соседи на Кавказе нас убивали. Все народы, которые там находятся.
И они занимали, возвращались к себе в республике, занимали посты и так далее, и так далее. Важные, большие чиновниками становились и так далее. Поэтому ну, нет фактически. И богатые при должности, все эти люди, они служили и повязаны кровью и служат России. И сейчас воюют против Украины. Поэтому ну, практически некому восстать. Да, вы правы. Некому. Но это не значит, что, например, что-то не поменяется. Будет очень много смертей, и потом, в конце концов, дойдет до того, что появится какая-нибудь фигура, которую народ просто поддержит. Не обязательно быть там даже в России. Может он находиться в Украине или в Европе находиться, какой-нибудь россиянин. По идее, российскую оппозицию, ну, настоящую, не симулякры, могли бы некоторые, вот те, кто сейчас изображает из себя ичкерийцев там, они могли бы возглавить, не изображать себя ичкерийцами, а стать россиянами и сказать, вот мы будем, давайте, мы готовы возглавить Россию управленцами там. Нас оставили в покое и пошли бы к своим россиянам, и там были бы. Тоже было бы как выход из ситуации. Но опять же, нужны же солдаты, нужны идейные, а там нет идейных. Идейных нет. Так, вот ФСБ может передать ядерное оружие третьим странам, например, Ирану, Йемену. И случится ядерная атака на страны НАТО, и ФСБ скажет, что это не мы, а йеменцы, иранцы, и Третья мировая обеспечена. Но не передаст. Не передаст. Потому что если передаст, то по России прилетит ядерная бомба. Понимаете? Так. Планета вырезает экономику России из мирового рынка. Трамп сказал, бурить Россию, развалить. Ура, Чучхе, Розлаг, пещеры, привет, мамонтам. Вот, Бандер, теперь я тебя слышу. Теперь оптимизм пышет в твоих комментариях. Все нормально. Делер Саламаш, Мамонт. Ты когда работать начнешь? Вот только с работы пришел, сижу, вот вам сейчас рассказываю свое видение мира, а ты мне рассказываешь, работать начнешь. Только с работы вернулся. Ассаламу алейкум, Аслан и аудитория. Ва алейкум ассалам, Фарваз. У нас уже хорошо, говорит. Тебя ведь уже нет в России. Видите? Вот как нужно прожить жизнь, чтобы когда вы уезжаете из России, они уже считали это хорошо. Понимаете? Вот какой я, оказывается. Нормальная тема. Я считаю, Сергей Петров, 71, вы сделали мне комплимент. Я поэтому на вы даже к вам обращаюсь, понимаете? Отлично, я рад за вас. Я вас уверяю, у вас всегда будет так хорошо. Без меня. Ну, так-то я приеду еще. У меня есть еще незакрытые там пару счетов, да. А мы, чеченцы, злопамятные очень сильно. Очень хищнические враги. Очень. Спать не могу, честное слово, когда вспоминаю. Вот у Китая, Индии, Пакистана тоже имеется ядерное оружие. И население у этих стран огромное. Но тем не менее эти страны не дергаются. А Россия все не имется. Парадокс. Да. А как насчет Будапешта? А при чем здесь Будапешт? Как хорошо сидеть за бугром и размышлять о стране, которой никогда не был. Истинный борец за свободу. Машал. Ду Георгий, Делер Сала Машал, Хуйль Уигаду Машал.
Ваш Дудаев хотел нефтяные месторождения отдать в аренду Америке. Вот из-за этого весь сыр-бор был. А вообще Чечня того времени была бандитская. Убивали, грабили, насиловали, говорит. Изнасилованный егерь рассказывает нам. Да, я думаю, ты тоже попал под раздачу. Как ты радовался неудачам Росармии 2 года назад, поливал грязью российский народ. Ну вот настал 25-й год, Слава Силантьев мне пишет. Все поменялось, и голос поменялся. Ну, я не знаю насчет голоса поменялся или нет. Мне кажется, мой голос такой же. И что поменялось, я не понял. Почти 1 миллион человек вашими убитыми и ранеными. Ну да, в 25-м году у вас не самая лучшая ситуация. По России не прилетит. Россияне шмальнут ядеркой из Беларуси. А ответ прилетят по белорусам. Их не жалко. А, нет, Георгий. В этот детский сад играть никто не будет. Если Беларуси передадут и Беларусь запустит ядерную ракету, то прилетит и по Беларуси, и по Москве. Это железобетонно. Железобетонно это будет. Твои земляки тоже есть. Да, к сожалению, есть. Ну что ж, что поделаешь, что поделаешь. Так, давайте в ТикТок почитаем комментарии. Я смотрю, здесь очень много активизировались. Вы что, серьезно, Ольга Хельга, говорите, что Илья Яшин является каким-то оппозиционером? Это же КГБшник, галимый. О чем вы говорите? Илья Яшин – это КГБшник, который сам добровольно сел в тюрьму, и которого КГБшники, обменивая американцев и немцев на россиян, в довесок даром, его не обменивали на убийцу чеченца Хангашвили. И знаете, самое интересное, вот эти в дар подаренные оппозиционеры, Яшин, кто там был, Карамурза, там еще кто-то, да, там был, по-моему, до того гнилые товарищи, это гниль самая настоящая в этих людях, они ни словом не обмолвились о чеченцах. Не раньше, Яшин вообще люто ненавидит чеченцев, да и Карамурза тоже, за Зелимхана Хангашвили. Знаете почему? Потому что их в дар отдали. В дар. Их не обменивали. Американцы, Запад не требовал за вот этих оппозиционеров. Их отдали просто в дар русские. ФСБшники отдали в дар. Вот, держите, будет он вам. Как-то так. Поэтому ни в коем случае Илья Яшин это фашист с такой хорошей пробы, который мечтает начать снова войну против чеченского народа. А пока эти Яшины, Карамурзы и всякая разная вот эта оппозиционная белиберда, пока не станут на колени перед чеченским народом, не попросят прощения, элементарного прощения за то, что они сделали, ваша страна, вы сделали с нашим народом, совершив геноцид нашего народа, мы вообще не будем в упор видеть, замечать. Я этих фашистов на дух не переношу, понимаете? Не просто напрочь не переношу. Поэтому, конечно же, это ничего себе. Тот же самый Навальный, такой же был, такого же калибра. Из него тут раскручивали фигуру, делали в том числе немцы, Ангела Меркель. Ну, все было видно, как это все взаимосвязано, все это делается. Поэтому русские должны стать на колени перед чеченцами, попросить пощады перед украинцами, перед грузинами, перед сирийцами, что они творили. И тогда, может быть, если среди нас найдется, кто пожалеет и простит, да, вот тогда будет прощение. А так и это Яшины, Карамурзы, всякая разная вот эта чепуха. Больше ничего по-другому, извините, назвать не могу.
ровным счетом из себя ничего не представляют. Они были когда геноцид чеченского народа шел, никогда ничего хорошего про чеченцев не говорили, они хаяли только вот Кадырова, им нужно было сместить фокус ненависти с Кремля и ФСБ на Кадырова, для этого Кадырова и держат в этой золотой клетке, такой крутой, короче, управленец, такой суперглава там республики и так далее. Для того, чтобы негативную энергию, накопленную еще, вы же над нами геноцид совершили, вы еще не поняли, наверное. Вы так думаете, так раз, треть населения уничтожили, остальных изгнали, остальных взяли в заложники, травят раком, онкологией, уничтожают там всеми возможными способами, уничижают, оскорбляют, не сдают элементарно квартиры, второй, третий, пятый сорт чеченцы, никакой работы, никаких загранпаспортов не выдавалось, кредиты, элементарно кредит нельзя было взять, в банке нельзя было получить ни машину, ни квартиру по ипотеке и так далее. И после этого мы так взяли все, забыли, простили и так сосуществуем, что ли? Да пошли вы за русским кораблем все, ребята. Хорошо? Ничего не забыто. Никогда ничего не забудется. Понимаете? Мы чем отличаемся, знаете, от вас? Тем, что мы не забываем. Понимаете? Ни хорошее, ни плохое. Вот чем мы отличаемся от вас. Вас вырежут большевики или там сталинцы, еще кто-то. Жену, детей расстреляют, мужа расстреляют, ссылку отправят, еще что-то. Вы выйдете, папироску, нальете себе 50 грамм самогончику, папироску закурите и сожалеете, какая плохая власть, как плохо все. А мы нет. Мы запишем это вот сюда, в сердце, и всю жизнь это будем, пока не умрем, будет это. А когда будем умирать, на смертном одре своим детям это будем завещать. Вот за это вы нас уважали все время. Вот за это сейчас вы Кадыровых возвели в ранг. Потому что они предали это все. И вы говорите, о, какие смелые, дерзкие, давайте их использовать. Поэтому никаких Яшиной, никаких там Навальных, там овальных или квадратных, нам это не интересно, понимаете? Ничего нам это не интересно. Только тот, кто не запятнал себя кровью чеченцев, тот, кто не стал соучастниками, а это очень трудно среди вас найти, тот, кто не стал соучастниками во время геноцида чеченского народа, вот с ним я готов разговаривать, подать ему руку, дружить, общаться и так далее. Либо он должен дельно раскаяться. Не просто там, ну ладно, это высокомерие, знаете, как вообще мы не приемлем высокомерие, понимаете? Да, вот так правду надо высказывать. Мистер, мы только этим тут и занимаемся, да, правда и ничего кроме правды. Среди моих реально не знают, что это геноцид, погибло в Чечне очень много народа. Даже не задумывались, что реально на самом деле там было. Биллионс. Вся Чеченская республика под фанфары, под фейерверки, под красивые картинки, как отстраивается, была превращена в сплошной концлагерь. Открыто, это нельзя не заметить, это просто говорят, вот я не видел, да, многим не было дела до этого. Просто 2 плюс 2 складывать лень было просто. У него работа, дела, там ему не до этого. Я не говорю, что все русские или россияне нас убивали. Многим просто было все равно. Как сейчас многим на Украину все равно. Понимаете? Ну такая природа, если тебя не касается, ты не делаешь. Но вся республика была сплошным концлагерем. Нету ни одного населенного пункта в Чеченской республике, где вы не устраивали резню, как в Буче. Ни одного населенного пункта. Где-то просто это было очень сильно массово, где-то было чуть поменьше. В Буче там, извиняюсь за кощунство, там 100 человек, по-моему, было вырезано, убито.
У нас ни одного населенного пункта нет, где не вырезали женщинам штык-ножами, беременным женщинам, животы не вырезали. Знаете, там террористка Айза Газуева такая была, супертеррористка, которая была 19 лет, которой муж такой же, молодой пацан, 23-25 лет, оказался в плену у русских. Гаджиев такой был, аварец, генерал Гаджиев, комендант Урус-Мартановского района. Она пришла туда, говорит, мой муж у вас здесь задержали, здесь дайте его. Он ее завел, пойдем я тебе покажу. Положили этого мужа на стол, этого пацана 20-23-летнего. Разрезала ему живот вот так и за голову ее туда макал, пока этот умирал, этот муж ее. А она была беременная. Они только-только поженились. Она вышла, нашла кому, взяла на себя взрывчатку, обвязала, дождалась его опять у входа, подошла и взорвалась вместе с ним. И вы на все каналы рассказывали, какие чеченки, черные вдовы, убийцы, фашисты, и ваши генералы, и вы все это видели, россияне, русские. Вы все молчали. Ни одна ваша правозащитная сука не говорила ни одного слова. Ваши Ковалевы, ваши Орловы, ваши кто там еще, вот эта вся шваль правозащитная, которая у вас там называлась. Ваша правозащитная шваль, Орловы, Ковалевы и вся вот эта шушера. Это блядство самое настоящее. Они были пособниками этого геноцида. По телевизору ваши генералы, чиновники прямо говорили, от 10 лет до 65 террористы, уничтожить всех. Родит женщина, родит бандита, уничтожить бандита. Мы это все помним. Клянусь Аллахом, не забудем никогда в своей жизни. В могилу уйдем, не забудем. Мы будем не чеченцами, если мы это забудем. Все прекрасно помним. Как я вспоминаю просто... Не хватает просто, да, всех слов передать, какое презрение мы испытываем к вашей империи, вонючей этой вашей. Нельзя это было видеть. Я понимаю, дела, работа где-то там далеко и так далее. Но это все было. Вся республика превращена. Чеченцы пережили такой страшный шок. Знаете, когда был Холокост над евреями и над другими народами, так вот, эти евреи и другие народы были вырваны из этого плена. А весь мир согласился и нас оставили с этими нашими убийцами. Понимаете? И сейчас кадыровцы, мудыровцы, там все хотят на кадыровцев взвалить. Все. Да, это преступники, это предатели своего народа. Но они производные от той злости, которую совершали, зла сделали русские. И весь мир это потакал этому. А теперь Кадыров абсолютное зло для всех. Нет. Абсолютное зло это Руслан Кутаев, Ахмед Закаев, все другие, которые были изначально за русских. Изначально. А Кадыров это производное. Вот эти предатели, они стали просто такими. Хотя Кадыров Ахмад, он был изначально, как и Ахмед Закаев, и Руслан Кутаев, прорусскими. Вот откуда идет это все зло. И это зло мы помним. Да, у нас не хватило сил против всего мира, против этой тотальной лжи выстоять. Но нам хватит сил и духа говорить правду, чтобы наши дети и наши внуки помнили, что вы над нами творили. Никогда в своей жизни мы вам этого не забудем и не простим. Никогда. Ни Яшиным, ни Макашиным, ни всем остальным мерзавцам и подонкам. А теперь они нам рассказывают, что вот мы сейчас третью чеченскую начнем. Очень было бы удобно сейчас, уже по отработанной схеме, начать третью чеченскую, уничтожить там всех, кто, опять геноцид чеченского народа совершит и рассказать все. Вот какая вот правда-то она. Вот какая она правда. И кто-то, если полагает, что что-то изменится в нашем восприятии, ничего. Русские, go home. Все пошли за русским кораблем с нашей земли. До единого, кто пришел оккупант. Наши русские, наши граждане,
этому не имеют никакого отношения. Все оккупанты, все нафиг с нашей территории. Всех преступников, которые совершили геноцид чеченского народа, немедленно выдать до единого всех политическое и военное руководство фашистской России. Вот наши требования. И мы будем этого добиваться, и мы добьемся этого. Добьемся, хотя вы нас раздербанили, раздробили, отвлекаете, там нам вбросы делаете, эти ваххабисты, это атеисты, это какие-то каратисты, да, делят, и все пытаетесь сделать. Ничего не получится, ничего. Мы живы, и мы придем к тому, к чему мы шли 4 века, почти 4 века, к свободе и независимости, для безопасности наших поколений. Больше безнаказанно вы нас уничтожать не будете. Да, мулла. Ва алейк салам. Это более 100 лет назад. Тебя лично это не затронуло. Люди это делали, это уже мир двигает. Это меня лично затронуло. Лично, понимаешь? Мой отец, мой дед, это я лично. У нас нет такого Иван непомнящего родства, это не к нам. Мы помним. И поэтому мы чеченцы, понимаешь? И поэтому нас уважают. Потому что мы это все помним. Не потому, что мы там бессмертные, или там не заболеваем, или пуля нас не берет. Берет нас, и болезнь берет, и пуля берет, и голод берет, и все что угодно. Обычные люди мы. Но вот здесь у нас, и вот здесь у нас есть другое воспитание. И мы не забываем, что сделали вы с нашими отцами. И не 100 лет это было, а 80 лет назад. А мой отец жив, который это все видел лично своими глазами. Где рос, видел, голодал, холодал и так далее. Ну и так далее и тому подобное. Ладно, друзья, давайте дальше. Так. Я из разных источников, от разных иностранных журналистов находил информацию, что погибло от 80 до 300 тысяч человек мирного населения. За 2 русско-чеченские войны российский чиновник Рамзан Кадыров сказал, что убили 300 тысяч граждан Чеченской Республики. По нашим оценкам, наш президиум неоднократно эту цифру озвучивал, и аят у меня в эфире более 250 тысяч. Поэтому я думаю, у Рамзана Кадырова больше есть возможности более точно сказать эту цифру, и поэтому я считаю, и здесь она тоже не отрицается президиумом, более 250, я думаю, около 300 тысяч погибших граждан чеченской национальности, всех национальностей, и всех вероисповеданий наших граждан погибло это 30% от нашего населения. 30%, понимаете? Это сейчас русских 90 миллионов, 27 миллионов русских нужно убить. И давайте скажем, что не было 90 миллионов русских россиян уничтожили, и ничего не случилось. Все весело, построим им там парочку церквей, там какой-нибудь там развлекательный парк построим. Ну что, русские, давайте, пляшите, давайте будете теперь обслуживать нас. Ну, как будто так, мы же вам помогаем, у вас же там, смотрите, как все красиво. Только кретин может это говорить. Кретин только может такое утверждать. Чеченцам салам из Казахстана. Ичкерия станет свободной. Дудаев герой. Салам, Казахстан. Только твой ник мне не нравится, Казахстан.
Так, русские плохие, мы поняли. А дальше что делать с этим? Ваши какие мысли? Ух, ну, я же сказал, вывод войск и наказание преступников. Я в Беларуси тоже это не понимаю, не понимала. По Геббельс ТВ я помню, хрень эту рассказывали. Но помню по своим ощущениям или интуиции, что это неправда. А про 14 год в Украине я уже понимала, что это русня. Да, говори на своем. Им не нравится, когда я говорю на русском, понимаете? Им очень не нравится. Я бы почаще говорил бы по-чеченски, я стримы провожу на чеченском, потому что не все чеченцы, особенно тут в Европе, говорят уже на русском. И это очень хорошо, что мы забываем русский язык, им надо переходить на английский язык, за ним будущее. Но дело в том, что мне нужно, чтобы вы, во-первых, тоже понимали, о чем мы тут говорим. И важно, чтобы украинцы понимали, важно, чтобы другие люди понимали, что мы чувствуем, что мы видим и к чему мы идем. Поэтому, извините, придется вам потерпеть. На трофейном я немножко пообщаюсь. Но им не нравится, когда я эту правду всю выдаю на русском языке. Как? Зачем он это говорит? Это же на русском. Говори на чеченском. Пусть никто об этом не знает. Выкусите. Считайте, я вам дулю показал. Так называемый хороший русский на Западе пытаются вывести вас из игры и скрыть чеченский вопрос или представить его как внутреннее российское дело. Да, Андро, совершенно верно. Вы очень хорошо все понимаете. Совершенно верно. Совершенно верно. Но самое главное, у них ничего не получается. Потому что мы есть. Вот столько симулякров они запустили, в том числе чеченоговорящих. Есть еще полезные товарищи, которые не понимают, что творят. А так симулякры. Вот эти джазакалла фик, там шариат, халифат, там мариат, там что-то они там нам рассказывают. Это тоже все это из этой же темы, да? Да, у них ничего не получается. И не получится. Понимаете? Вектор задан. Люди уже поняли. Молодежь уже то, что мы говорим, она видит, понимает и начинает анализировать. Поэтому и здесь получать высококлассное европейское образование. И все отлично. Факты есть. Вот наш президиум Аяд рассказывает. Каждый раз рассказывает подробно, много очень интересных вещей. Поэтому все отлично. Все, конечно, могло быть и лучше, но могло быть и очень хуже. Поэтому, исходя из того, что мы оптимисты, мы надеемся на лучшее. Будет еще лучше. Да, Алмула. Знатон деру Роману. Деру ац. Просто напкезгину бош, да, стан. Напдикцейна. Сталин все верно делал, таких ссылал, говорит, Танюшечка. Танюшечка ты. Ну так он же не таких, как я, ссылал. Он же всех поголовно ссылал, Ай, какие же вы зверье самое настоящее. Вот с кем мы имеем дело. За зверьем. Да-да. Ну, я также могу сказать, что он и русских уничтожал, как ты помнишь. Миллионы причем сгноил в тюрьмах, да? Нормально. Молодцы. Трамп сейчас требует от Зеленского отчет за деньги. Трамп Зеленскому выписал черную метку. Знаете, Фаиза, я считаю, что отчет за деньги в Украине должен быть. Я считаю самым большим подлецом во время войны, если идет дерьбан. Знаете, когда 7 октября было нападение на Израиль, это потом быстро замяли, но там было оружие, как говорили, которое передали Украине как в помощь. Извините. Спасибо, Владимир. Это была такая информация. Министр обороны Украины
снят за то, что подозревается в коррупции. Кирилл Буданов, его 2 заместителя, ну сейчас говорят там не поэтому, не за коррупцию и так далее, а за что еще во время войны? Если за измену, то сразу тогда нужно об этом сообщать. А если коррупция, ну это та же самая измена, мне кажется. Я понимаю, когда тебе кушать нечего, тебе раненого перевести надо, где-то там, я не знаю, своей семье $1000 ты там оттуда спер, но не миллиардами же красть, правильно? Не миллиардами, оружие, деньги, все это делать. Конечно, нужно проводить люстрацию, проверку, 100% нужно проводить. И я доверяю в этом плане американцам 100%. Пусть проводят до единого. И поэтому сегодня прилетел Кит Келлог, его не встречали, его американская посол в Украине встречала. Официальных представителей Украины почему-то не было. Да? А вот я вам сейчас рассказывал про уважаемого Романа Червинского, который прямо обвиняет Ермака в работе на Россию. Это не Аслан Арцуев обвиняет, а полковник украинской разведки обвиняет. Понимаете? И не только он один. Как так получается? Как так происходит, что 3 года тут люди гибнут? Вода течет рекой просто. Кровь течет, как вода, река течет. А тут какие-то там ермаки, мармаки, там еще кто-то там. Подозрение даже, что он на Россию работает. Это что это такое? Вы победу хотите? Мы, чеченцы, именно так и проиграли Русне. Мы на поле боя выигрывали 10-0. Подчистую выигрывали Русню. А в тылу они вычисляли всех, это вот в этом они специалисты. Убивали, кто не подчиняется, не покупается, не дискредитируется, не пугается. И своих людей. И мы пришли к тому, что бойцы наши раненые, убитые, обездоленные, война закончилась, и они никому нафиг, извиняюсь, не нужны. Понимаете? И пришли вокруг Аслана Масхадова, всю КГБшную, ГРУшную просто российскую агентуру Аслан Масхадов вокруг себя собрал. И вот мы пришли к тому. А Россия говорила, самый лучший президент для России это Масхадов. И чеченцы так, как сейчас украинцы Зеленского выбирали. Так, Зеленский обещал войну закончить. С Зеленским русские в нормальных отношениях. Ну, значит, нужно голосовать за Масхадова. Вот чеченцы так думали. Значит, русские нас больше бомбить не будут. А нужно делать то, что русским не нравится. Понимаете, это уже опыт. Я бы тоже тогда, может быть, придерживался бы той же позиции. Но теперь я знаю, что русским не нравится, то нужно делать. Причем они понимают, что ты делаешь то, что им не нравится, и начинают делать вид, что им что-то не нравится. Это тоже нужно избирательно там вычислять, где им нравится, где не нравится. Это все не так. Конечно, нужно в обязательном порядке проводить эту люстрацию, вычищение, проверять деньги, кто коррупция, не коррупция. Я не считаю, что сейчас нужно проводить выборы, но Зеленского, вот круг Зеленского, нужно почистить. Если Ермак связан с Русней, он должен быть привлечен к ответственности. Любой, СБУ, ГУР, там, не знаю, кто там, любые, кто связаны с Русней, должны быть отстранены. Слава Богу, сейчас украинцы взрастили просто целое поколение своих патриотов, воинов и так далее. Вот пусть занимают они посты, они заслужили эти посты. Вот это их страна, они за нее кровь проливали, они за нее гибли. Вот пускай они будут, они какие-то чинуши, которые все это время сидели там еще с советских времен на этих постах, и детям из поколения в поколение передают эти посты. Вот что нужно сделать. Как-то так, друзья. Каждый раз от таких ваших стримов плачу и прошу прощения, что не до конца понимала о этих зверствах, не знала. Спасибо вам, Вованетка. Вы вообще белорусская, живе Беларусь. Вы к этому имеете мало, я надеюсь, отношения.
И знаете, я сел на это место, открыто, публично начал говорить не потому, что мне хотелось какой-то славы, известности или еще что-то. Здесь нету ни того, ни другого. Здесь только проблемы всем родственникам. И я знаю, что я ими давно приговорен к смерти. И да, если, неизвестно, только Бог знает, кто из нас вперед умрет. Поэтому, может быть, я их буду еще сажать, преследовать, там, судить там, и так далее. Я это сделал, потому что уже не было, было безысходное положение. Я просто не видел выхода. Я уехал из Русни, потому что я понимал, что нужно бороться. Мой чеченский народ просто попал в лапы. И не просто геноцид над нами совершили, а нас просто взяли и дальше начали использовать. Использовать для своих целей. И нас дискредитировали. И просто вынужденная мера. Ни один в здравом уме не будет делать то, что я делаю, от какой-то там выгоды или пользы. Только от безысходности. Нет ничего страшнее отваги, как пелось в одной песне, когда она обречена. Поэтому фактически я не думал даже, что я год проживу. Потому что здесь, в Германии, у них огромное количество агентуры и всего остального. Причем я весь этот год именно с этой агентурой и общался. В лице Ахмеда Закаева там, и всех других вот этих товарищей, которые работают на Русню и думали, что я какой-то наивный дурачок. Как-то так, Дион. Спасибо, Владимир, спасибо. Так. Роман, Валла Билаевац. Валла Билаевац. Мот бечем, шавик хируцарях. Я цаидшун. Надо было услышать чеченцев. Поздно поняли все, но еще не все потеряно. Да, не все потеряно. Все будет отлично, да, Алмула. Да, Алмула, Мухаммад. Да, Алмула. Ничего не получится. Так, давайте в ТикТок почитаем комментарии, друзья. Америка за сдачу атомного оружия Украиной должны ее защищать, а не РФ помогали. Ну, юзер, вы не правы, когда вы так говорите. Вы сами сдали оружие. Вы привлекли своего президента к ответственности, который сдал это оружие. Вам дали Филькину грамоту. Понимаете? Вам дали просто меморандум. Будапештский меморандум, так называемый. Меморандум – это соглашение, договор о намерениях. Понимаете? И ваш Залужный прямо сказал, что нет, нам никто гарантии не давал. Вам никто ничего не должен. Никто на этом свете, кроме украинцев, Украине никто ничего не должен. Понимаете? Никто не должен. Это все, это обман. Вы должны вычистить свою страну от всей этой КГБшной сволочи. Тем, в том числе, кто сдал оружие атомное. Понимаете? Они тоже должны, вы должны привлечь этих всех людей. Понимаете? Вот там, нет такого. У нас тоже к вам тогда могут быть претензии. Почему, украинцы, вы знали, что мы все советские, вон Сашко Белый, Александр Музычка, сколько ему, 20-25 лет тогда был, пацан вообще. Он понимал это, он сражался за нас. А все остальные не сражались. Все же должны были это понимать. Грузия это должна понимать, Казахстан это должен понимать, страны Балтии это должны понимать. И вы должны были это понимать. После нас будете вы, об этом Дудаев говорил прямо, как советский генерал.
Спасибо, Владимир, спасибо вам. Шалом, дорогой, спасибо. Знаете, вот мне тут пишет, вы поддерживаете хиджаб в исламе в Чечне или больше за демократию? Я не понимаю вообще, когда вы такие вещи говорите. Вот, например, есть Израиль государство, там есть ортодоксальные евреи. Они носят такие шапочки, такие, как у нас на папахе там носят, там из андатры, что ли, из чего-то другого. А женщины, я вам скажу, и в иудаизме, и в исламе женщины тоже отделены от мужчин, тоже разделение есть. И когда вы такие вещи задаете, спрашиваете, у меня возникает вопрос, а какое ваше собачье дело? Что в исламе носят, что в исламе не носят? Я не могу понять, почему какие-то исламофобы обвиняют весь ислам, всю религию за что-то. Я не могу понять, какое ваше собачье дело, кто какую одежду носит. Если вы у себя, я не знаю, откуда вы, диванный аналитик, носите там стринги по улице, извиняюсь за подробности, меня это не волнует, это ваша страна, вы что хотите носите, что хотите не носите. Если кто-то носит хиджаб, еще что-то, особенно если это религия предписано, то какое ваше собачье дело лезть и говорить? У нас есть демократическая Чеченская республика Ичкерия. Мы демократы. Мы демократы, когда еще некоторые носили лапти. Понимаете? Мы демократы. Не общинно-первобытно-общинный строй, как пытаются представить, а самая настоящая демократия с выборностью, с плюрализмом мнений. Да, женщины и тогда были отделены от этой демократии в средние века. Но при всем при этом у нас все это было. Когда вы это все смешиваете, у меня возникает очень странный такой диссонанс. Вы что хотите? Чтобы мы отказались от чего-то, угоду кому-то и чему-то? Или если вы настолько необразованы, или у вас сидит вот эта гниль фашистская, и вы не любите людей за то, что они исповедуют какую-то религию, или носят они хиджаб, или они там носят еще что-то, тюбетейку они носят, или кипу они носят. Что нам теперь делать? Нам отказаться от своего? Так мы же за это и боремся, чтобы остаться теми, кем мы есть. А не тем, чтобы стать в угоду кому-то, чему-то. Понимаете? У нас женщины всегда носили платок. Всегда. И знаете, некоторые говорят там, там женщины должны носить платок. Я вообще не сторонник заставлять женщин носить платок. Даже платок, вот чеченские косынки. Но некоторые из этого возводят в ранг, что если мужчина, если она на голову не одевает платок, то в доме не мужчина. Нет, он мужчина ровно настолько, чтобы одеть этот платок. Но не больше он мужчина. А то он сам тряпка, но зато женщину он одел в платок. А сам он как будто мужчиной становится. Не становится он мужчиной из-за этого. Мужчина по другому поводу становится. Просто некоторые тоже предпочитают вот на эти вещи. Поэтому какое собачье дело лезть к нам, как говорится, свиным рылом калаш-снаряд? Это никого не волнует. Сидят какие-то там русские, российские фашисты и обсуждают про ислам. Я смотрю и думаю, елки-палки, это что за люди такие? Я не понимаю просто, при чем здесь ислам? Есть, особенно если это говорит еврей, очень интересно бывает наблюдать. Это российский еврей. Вот я недавно наблюдал одного российского фашиста еврейского происхождения, вероятно, еврейского происхождения. И у меня закрался такой вопрос. Если мы, чеченцы, мусульмане, признаем всех пророков, Моисея, Иисуса, всех других, которые по большей части были евреями, то как можно ненавидеть ислам и при этом уважать иудаизм?
Не-не-не, так нечестно. Тогда нужно начать иудаизма, с христианства и потом дойти до ислама. Мы, мусульмане, признаем все эти две религии и считаем этих людей, людей Писания. Наша религия говорит, что и иудеи, и христиане – это мы производная от них, что мы Богом посланы от одинакового Писания, все единобожники. И вот эти вещи для меня очень странны, мне кажется. Мне кажется, либо это люди клинические идиоты, либо просто с гнильцом внутри. Или либо клинический идиот, просто фашизм. Это чисто русская такая черта, российская черта. Когда ты вот этот свой фашизм, хоть где-то ты его должен высказать, хоть кого-то тебе надо загнобить. И вот сейчас заходит и говорит, вы поддержите хиджаб и исламе в Чечне. Я поддерживаю, чтобы такие диванные аналитики шли за русским кораблем, когда лезут свиным рылом в калашный ряд к нам. Вот что я поддерживаю. Спасибо, Владимир, спасибо. Мы не русские, не арабы, мы чеченцы. Совершенно верно, Резван. Мы чеченцы. Правительство Украины приняло бы Аяда Эдигова на официальном уровне. Чеченцы пошли бы в Украину воевать. Сейчас там едва дюжина не набирается. Конечно, если бы был бы другой подход, а не тот, который Кирилл Буданов и же с ними использовали, был бы другой подход к отношению чеченцев, мы бы там создали бы свой штаб, нас ведь Верховная Рада признала, Украина нас признала. Но по какой-то странной причине, вместо того, чтобы принять настоящих чеченцев, Украине приняли российскую агентуру в лице Ахмеда Закаева и Руслана Кутаева. А чеченцы, мы, конечно же, многого не понимаем, но мы не настолько глупые, чтобы не понимать, что происходит. Понимаете? И да, и там, конечно, совсем другая ситуация была бы. Совсем другая ситуация. Там появились бы настоящие свободные чеченцы, которые бы от души делали бы свое дело, а не ради денег, не ради там чего-то еще, там криминальные какие-то элементы, там третье, десятое. Было совсем по-другому было бы. Ну, выбор был такой. Я еще надеюсь, что сейчас с приходом Трампа и зачистки Украины все изменится. Я очень на это рассчитываю. А куда, кстати, лапти Аладдина делся? Что-то его не слышно последнее время. Раньше он каждый день кринжи наваливал. Не знаю, среднееврейский сефард, не знаю. Так. Валейк салам, Россия не проиграла, а Кадыров виновник России, да? Рабы русские всегда кого-то ненавидят. Да, Саша, абсолютно так. Абсолютно. Согласен, многим не нравится это, поэтому хотят растворить общей серой массе, просто хотят создать южных русских. Да, Андрей, вы это понимаете. Спасибо, что понимаете.
Так, чеченцы 91 года. Так, это было Сефа, как сопротивляя... Конечно, Резван, а ты не знал, что Ахмед Закаев работает на Россию, и все, что он делает, делает так, что представит нас частью России. Ты этого не знал до сих пор? Так мы это уже давно говорим. Почему? Странно, что ты еще этого не знал. Почему евреи молчат, зная, что за 7 октября стоит Россия? Ну, во-первых, евреи не молчат, я тебе скажу. И 7 октября это такой холодный душ был для многих евреев. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, России настанет конец. И тогда за все будет спрошено. И с арабов, и с Ирана, хотя сейчас все хотят только лишь на Иран повесить, как бы русских не особо обвиняя. Но я считаю, что так не пойдет. Алейк салам. Салам алейкум, алейк салам. Ночи и тюрки братья, говорит Мамедов. Да, да. Только, знаешь, у нас и к тюркам тоже турецкой власти, скажем так, не к тюркам, мы уважаем турецкий народ, тюркские народы, но у нас большие претензии к турецкой, у меня лично, как рядового гражданина Чеченской Республики Ичкерия, большие претензии к турецкой власти. Так. Слышал, но не верил. Не ты первый говоришь об этом. Ну, и не я первый, и не я последний, но мы это много раз говорили. Странно, что ты до сих пор задаешь такие вопросы. Так, привет, я с Украины. Скажу пару слов, чтобы было понятно про заказ. Что с ним не так? Украинцы не совсем понимают, в чем проблема с ним. Алекс, мы много раз говорили об этом. Ахмед Закаев не представляет чеченский народ. У нас было большое, как вы знаете, противостояние с Россией. Мы потеряли практически все наше руководство. Потеряли практически весь свой потенциал военный, интеллектуальный. И Ахмед Закаев, который ошивался вокруг наших лидеров, нашей власти, ну, вначале казалось, как говорят, казалось, что там, ну, пытается там как-то бороться, там что-то делать, тем более находиться в окружении чеченского руководства, это уже небезопасно. Быть частью этого руководства, это смертельно опасно. Он занимал министр культуры, был, ну там вокруг, ошивался вокруг Дудаева, вокруг власти, потому что дружил с племянником Джохара Дудаева, с Мусой Таиповым, который у меня здесь в эфире об этом как раз рассказывал. И, видимо, какие-то там пользу какую-то делу, пользу приносил якобы.
Но на самом деле Ахмед Закаев всей своей жизнью, всей своей деятельностью наносил вред чеченскому народу, чеченскому государству, абсолютно 100%. Зарабатывал на этом деньги и служил Русне. Он первый был в повязке с черной повязкой, там, с арабской вязью, типа радикал, исламист, там, который поехал в Кремль с этой повязкой. Ну так, он актер, умеет себя преподнести красиво и так далее. И все, что делал Ахмед Закаев, делалось во вред чеченскому народу. И все вокруг Ахмеда Закаева такие же, как он, под стать которых, почти все, ну, по крайней мере, кого я знаю из этих людей. И в 2021 году, я приехал, я думал, что они активные здесь, там они митинги проводят, там и поддерживают, все такое. Я начал поддерживать, я вот обратился к Аяду Идигову. Я полагаю, он мне не поверил, мы с ним немножко пообщались, и, видимо, я не вызвал у него доверия. И они, реальная наша чеченская власть, находилась в подполье. Я думал, что здесь, в Европе, мы как бы защищены, что здесь не будет никакой российской агентуры. Я был реально очень наивен. Я думал, если ты выехал за пределы России, то ты уже в безопасности, ты можешь действовать открыто, говорить открыто. А наша реальная власть в лице президиума правительства находилась в подполье, и до сих пор находится часть в подполье. Мы многих до сих пор не афишируем. А Ахмед Закаев и его театральная труппа изображали из себя борцами, там, третьими, десятыми. И в итоге я начал их поддерживать, вместе с ними в акциях участвовать, очень активно вникся. И они рады были, что вот появился такой полезный товарищ, который делает за них работу. На Западе я их везде, американцам я их представлял, просил, точнее, помогите нам, вот наша власть, там, третье, десятое. Я не вникал вообще в мелочи, я думал, что между Аядом Идиговым, нашим президиумом, что и вот этими актерами из театральной труппы Закаева, что они, ну, просто как не поделились что-то, но война, ну, о предательстве вообще у меня в голове не было. Я вообще не понимаю предателей, это невозможно быть предателем, в моем понимании, когда у тебя геноцид народа, уничтожаются люди, и ну, это ну, самый последний человек для меня на этой земле, тот, кто предает. И в один прекрасный день, в 2021 году, меня театральная труппа Ахмеда Закаева, точнее, российская разведка в лице Сайтамина Ибрагимова, Нашхо Эльдарова, он же Руслан Сулейманов, ну и другие там товарищи, пригласили в Страсбург для открытия правозащитной организации, там какое-то проведение какой-то там акции и так далее. Я поехал туда, и на обратном пути человек, которого они из их правительства, так называемого Ахмеда Закаевского правительства, фейкового, выдуманного, российского, ГРУшного правительства, на обратном пути мне предложили работать на российскую разведку. Я об этом сразу же, как только приехал сюда, в Гамбург, написал заявление в полицию, в прокуратуру. Я об этом сразу же сделал видео, выложил об этом, написал украинцам, всем об этом раструбил, заговорил, начал говорить. Но несмотря на это, я отказался, мне предлагали и работу, и деньги. И моя задача была вербовать украинцев, потому что я очень тесно общался с украинцами, с блогерами, там с разными. И вы не поверите, как только я рассказал эту правду, вот эти блогеры, да, спилка украинских блогеров там и так далее, отстраняться от меня начали, потому что либо они все там такие, либо там появились товарищи, которые начали говорить, ну, ему верить нельзя, это там засланы, будьте осторожны там и так далее. И начали отстраняться. Понимаете? И в итоге, например, есть такой Муса Ламаев, есть такой сейчас у вас на всех каналах там в Украине, там его показывают.
Так вот, этот типа жертва российских репрессий, там, который где там находится, это такой же, такой же деятель, который работает на Россию, такой же Тумсу Абдурахманов, такой же Хасан Халитов, такой же Янгулбаевы братья, и эти тоже братья у всех там, они там, еще у вас там был, как его, тоже призвали там батальон шейха Мансура, который имеет отвратительную кадровую политику, Белокиев такой, Ислам Белокиев. Вот эти все люди там оказались, а я стал обвиняться украинским СБУ, что у меня бизнес в Москве и в Грозном, и что я работаю на российскую разведку. И есть такая Елена, как-то ее звали, она ошивалась Исой Мунаевым, там рядом на видео она засвечена. Она начала распускать слухи, потом еще здесь есть какие-то две такие же, похожие на эту Елену, две такие старушенцы, которые начали говорить, что я засланный, там, 3-10. И я тогда уже открытое письмо вашему СБУ написал и сказал, либо докажите, что у меня есть бизнес и я работаю на это, либо я вас всех приравниваю к ФСБ, а я вас давно уже подозреваю, что вы работаете с ФСБ вместе, и вы, ваша СБУ, такая же террористическая организация, как ФСБ. Тогда меня оставили в покое, больше не стали обо мне писать и говорить, что у меня какие-то бизнесы и так далее. А все, кто не согласился работать на Ахмеда Закаева, они плохие, а все, кто согласился, они у вас в Украине почетные гости, уважаемые эксперты, авторитеты и так далее, и так далее. Поэтому я об этом много говорил, я об этом буду говорить. Мне важно, чтобы и вы, украинцы, победили в этой войне, а вы никогда не победите, если вы не вычистите эту пятую колонну, эту агентуру из себя. Мне важно, чтобы чеченцы это знали, потому что они хотят нас всех заткнуть и сделать так, чтобы, знаете, не можешь победить, возглавь. Принцип такой есть. Так вот, они хотят наше сопротивление, идею о свободе и независимости нашу возглавить. Потому что победить они ее не могут. Нельзя ее победить. Они ее хотят возглавить. Так вот, возглавить мы ее не дадим. Пока мы живы, мы не дадим ее возглавить. Мы знаем, кто есть кто. Слава Богу, нет худа без добра, как говорится. Наш народ малочисленный, и мы быстро вычисляем, кто есть кто, и быстро знаем. Это стоит очень дорого, за это приходится отдавать свои жизни и так далее. Пытки родственников, репрессии, уничижение, оскорбления, дискредитация, тюрьмы и все остальное. Но не сдаемся и никогда не сдадимся. Как-то так. Как-то так. Знаешь, Спилка, блогер, действительно скурилась, говорит, Алекс, может быть, я просто уже не влазию там, потому что, знаете, там достаточно одного червивого агента, который начинает с одними заигрывать, с другими стравливать, потом это... Уже на меня начались, там, начали на Басаева там начали нашего что-то говорить. Даже выяснение там отношений у нас было, короче. И я понял, что эти люди ничего не собираются делать. Это просто, не понимают, что некоторые не понимают, некоторые специально делают. И я оставил, хотя мы там в группе где-то в скайпе еще я состою там, или может и не состою, я не знаю уже давно. Но вот как-то так. Как-то так, друзья. Так, у нас есть такой Корчинский, тоже еще та консерва пионерская. Жаль, что люди не хотят понимать саму суть этих персонажей. Нас тоже уничтожают, к сожалению, повторим вашу судьбу. Нет, вы не повторите нашу судьбу, потому что, во-первых, вы уже знаете многое, что знаем мы.
А во-вторых, у вас очень сильные, верные союзники. Держите связь с англичанами, с странами Балтии, с Израилем, с американцами в первую очередь, конечно же. И все будет отлично просто. Нет, конечно, вы не проиграете. Это исключено. Но Корчинского знаю и давным-давно определил его. И знаю, кто он такой. Так, за пропаганду и ложь Сефард с ником пошел в бан. Я сейчас не помню этих и фамилий, но они там, когда я поддерживал Закаева, они вроде рядом с Аядом Идиговым там ошивались, и на меня бочку катили. Я не мог понять, за что на меня бочку катят. Я вроде делаю нормально свою работу. Любой дурак мог понять, что я просто ошибаюсь и иду, вот если посмотреть по моим действиям, когда я поддерживал, думал, что Закаев и его вот эта театральная труппа реально что-то делают для чеченского народа, любой дурак мог понять, что я просто заблуждаюсь, что я искренен в своем заблуждении, и меня можно было вытянуть оттуда. Но когда я все-таки, меня они уже попробовали вербовать, я уже все уже понял, я тогда понял, что это уже, ну, уже просто невозможно было не понять, когда тебя вербуют на российскую разведку. А потом дальше продолжили. Вот эти же старушенцы начали опять гнать на меня. И ну, вроде бы, раз уже отошел, да, молодец, все, теперь ты понял, видишь, какой ты был наивный сказать, и все. Нет, продолжили опять на меня что-то бочку гнать, и я понял, что это такая же фигня, как и та, которая, вот эта Алена, которую они на меня тогда натравили. Аслан, ассаламу алейкум. Как ты думаешь, Трампу и Яши Демери Войтеру Аль Яши Милу Демер Путин Демер Войтеру Аль Хитон Дела Хит Духитович Минкаэль. Конечно, 100%. Никаких шансов нету у России и у Путина. Трамп это не шанс, это приговор России. Так что я вот не помню, Бавонятка, их фамилии, имен, но если найти, тут можно, короче. Так, просто многие списки родились еще. Так, вот, важно. Я с Казахстана. Вот Украина бомбила трубопровод КТК. Сейчас остановилась перекачка нефти в Казахстан. Это не очень хорошо для экономики Казахстана. Но с другой стороны, Украину тоже понимаю. Знаете, Эркинс, нужно признать, что при том, что народ Казахстана по большей части поддерживает Украину, Казахстан стал таким проходным или черным двором для того, чтобы Россия могла обходить санкции и так далее. И это, конечно, делается с позволения вашего руководства, вашей страны. Потому что у вас там все КГБшники как были от Назарбаева, так и вот этот сегодняшний они остаются. Это большая проблема. Украина истекает кровью, и мы должны все сделать так, чтобы перекрыть России максимально все каналы. Как-то так.
Если будем жить в составе Русни, время будет идти, а мы будем стоять на одном месте, в том же месте. Если бы мы стояли бы на одном месте, можно было бы остаться даже. Нас каждые 50 лет русские уничтожают. 50 лет, 80 лет назад они уничтожили нас 70%. Благодаря тому, что мы вовремя подняли сопротивление, оказали сопротивление, мы смогли, потеряв всего лишь 30%, еще остаться на своей земле. И еще у нас есть теперь потенциал, благодаря тому, что Европа, Запад, которую я также критикую, помогли нам. Это тоже нужно понимать. И мы здесь находимся, мы здесь... Даже теперь физически русские нас всех не могут уничтожить. Понимаете? Теперь физически они даже это не смогут. Даже если они уничтожат тех, кто сейчас им служит, они их уничтожат, попробуют их уничтожить. Они здесь нас не смогут всех достать. Поэтому они хотели нас здесь дискредитировать. И вот сейчас все, кто вот эти смотрят, вот эти Тумсо, Халитовы, Ингулбаевы, Белакиевы, кто там еще, кого я вас забыл там. Буду время от времени их фамилии нужно напоминать. Вот эти люди являются провокаторами. Они представляли нас исламистами, террористами, а здесь уже, как бы мы понимаем, русские сейчас теракты же проводят. И сейчас самое то было бы, сейчас мы здесь проводим, мы здесь все такие исламисты, здесь проводятся теракты, и нас всех скопом выкидывают в Россию. И все. И мы оказываемся опять под юрисдикцией Русни, и там с нами твори, что хочешь. А вот это не удалось. И я считаю, что я в это вложил тоже нормальный вклад, чтобы это им не удалось. Как-то так, друзья. Ва алейкум ассалам. Халитовы, Эльрас Халитовы. Ва алейкум салам, Осман. Так, болеешь за российских нацистов? Говорит, нацистов казашка. Давай я тебя подниму. В прошлый раз я тебя не поднял, и я чувствовал себя немножко виноватым перед тобой. Давай я тебя подниму, послушаем тебя. Амин, амин, машуаль. Осман, у нас стрим на русском языке, давай по-русски поговорим с тобой. И я это говорил. Как ты думаешь, как будет Украина сейчас, как она себя поведет? Сейчас то, что Трамп, то, что вот так нагло заявляет, я у вас на вашей земле какой-то там свои деньги восстановлю. Короче, нагло он кинул. И как ты думаешь, как поступит сейчас Украина? Ну, я не думаю, что кинул Украину кто-то. Наоборот, это Гамбит, ты, наверное, не смотрел стрим мой, ты только сейчас подключился. Поэтому ты не... Это такой русский Гамбит Трампа. Здесь идет большая, сложная игра. И здесь не только Украина, и даже не главная Украина. Украина, конечно, большую роль играет, но она не главная здесь. Здесь большая геополитическая, мировая, историческая такая шахматная партия. Поэтому никто никого не кинул. Но внутри Украины есть российская агентура, которая чувствует себя очень хорошо и очень хорошо зарабатывает на этом. И я полагаю, что ее будут зачищать. Как говорили в том фильме, возможно, будут бить, возможно, ногами, как говорится. Я так полагаю. Посмотрим. Я сейчас твое мнение выслушал, хотел узнать твое мнение, потому что более ты лучше в этом разбираешься, в политике. Я сейчас наблюдаю за украинцами, я сейчас был в стриме украинском. Теперь они надеются только на себя. И честно тебе скажу, тогда, когда бойцы там воевали, ты же помнишь, что они некоторые отдали России, и поэтому сегодня все, даже кто хочет против своего врага там воевать, не идут, сомневаясь в Украине. Но когда она сейчас уже сама на себя будет надеяться идти дальше,
Я 99% уверен, все, которые хотели пойти, они туда пойдут, и уже будет, вот тогда уже будет бойня. Как Жахар Дудаев говорил, до конца, до последнего. И тогда, иншаллах, мы их всех выгоним. А вот то, что вот это там, Хамад, Мамад, Божье движение, сейчас это было специально сделано, если меня спросить, чтобы всех нас в ту сторону направить и террористами сделать обратно. С Европы обычно тогда же тоже нас отсюда направили. Много там погибло наших молодых детей. Ты Сирии или что? Сирии, что направляют, ждаешь молодого. И Да. и Хамад, и Мусом, из России, чтобы Да. Хузай война на Хашбе и сказать, видите, они террористы. Ну, у них это не получилось, алхамдулиллах, у них это очень не получилось. Ни один человек не пошел туда. Сегодня чеченцы там не говорят, сегодня мы все знаем, что враг у нас есть, и что сперва надо своего врага выиграть, а потом уже как-то об других думать. Я думаю, Аллахи, я очень сомневался в Украине. Мы же помним, как при Жахаре Дудаеве Америка дала 6 миллиардов и сказала, мелкой кровью разберитесь, внутренней разборкой. А раз мы не верим, я лично не верю никому. Я верю соседям. Я верю Украине, я поверю Грузии, если она скажет, что мы вместе. Я поверю кабардинцам. Ну, Америке как-то не так сильно интересно, что у меня здесь творится. Поставить Жахар, Сухайна, вери, Ваймасана, Хуцану и Аядма Цандех, Сатишем, чего базится, Бадыгач, Надежде, Шико, ясно, Тишем базер. Тишема Хусан Балтухшос, который так же страдает, как и ты, вот от него есть надежда, потому что он знает, с кем я воюю, он у него тоже враг. Иштама, что послан, нам, по-моему, нас так сильно разделили. Вчера в стриме, говорят, кто-то был там, типа, что-то про чеченцев говорил. Нас до такой степени раскидало, что нам сейчас надо как-то собраться. И всех, кого можешь, всех, кто не испачканный в крови, собрать в кучу и идти вперед. Ая 2 стало, но сегодня Аяда нет, да, сам идешь стрим. Нет, Аяд села не рох. Нет, У сегодня. вас каждый день, через день, как у вас бывает? Во вторник и в субботу. Во вторник на чеченском, в субботу на русском с Аядом мы делаем стримы. А у Аяда какое мнение у вас был такой разговор? Что он думает сейчас? По поводу. Ну, вообще, то, что вот сейчас Трамп вот такие заявления завел, что он думает сейчас? Ну, в принципе, у нас похожие мнения обо всем то, что тут складывается, но Сялан, мы вчера говорили, ты можешь посмотреть. Аяд, как обычно, очень мудро и дипломатично некоторые вещи высказывается, так как он политик, и на нем большая ответственность, в отличие от меня, который являюсь независимым человеком. Да, Хайрал Долшсагу, Аяд, опытный Сагу. Поэтому в этом смысле, ну, в принципе, мы не считаем, ни Аяд, ни я, мы не считаем, что что-то критическое происходит сейчас в отношении Украины. Ну, критическое в отношении Европы происходит, потому что Европа очень хорошо устроилась под зонтиком США и одновременно уча Америку, как жить, что делать, и пользуясь благами от Китая, Ирана, России в первую очередь. Поэтому это все надоело дядюшке Сэму. И они теперь сказали, теперь, ребята, давайте вы как-нибудь сами будете. Поэтому я думаю, сейчас идут реально большие события, большущие процессы. Я не знаю, есть ли наш кейс на столе у Дональда Трампа, чеченский вопрос, чеченский кейс. Но я очень надеюсь, что он там есть. И если его нет, это печально, конечно. И я буду об этом трубить на каждом углу, если его нет. Но его вполне может не быть, потому что когда был геноцид чеченского народа, все, как ты правильно заметил, Билл Клинтон малой кровью предлагал за 6,5 миллиардов решить, помогал кредитами. Ну, как бы не для того, чтобы чеченцев убивали, это говорилось, как бы. Кстати говоря, Билл Клинтон это тот самый человек, который подписывал Будапештский меморандум и лишал Украину ядерного оружия, кстати говоря. Поэтому
Не знаю, что на наш счет будет, но мы будем продолжать нашу борьбу вне зависимости, что происходит. Но я согласен с тобой еще в том, Усман, что нам нужно объединяться, нам нужно становиться под единый флаг, под единую команду, под единый закон, под единое командование, короче говоря. С этим у нас проблема. С этим у нас проблема пока. Вот, да, Аслан, вот то, что ты сейчас сказал, я думал, сейчас все же, то эти не идут туда, то другие туда не идут, когда там зовут. Я вот сейчас думаю, может появится такой человек, который до сих пор нигде не был в группе, и сказать всем, вот давайте вот его поставить, интересно, вот него поставить. Надо, короче, по-моему, вообще постороннего в каком смысле? ساعات هني كله وش مواتي أخذ وش تبيوش دخلوا بشوفه هنتغن فرنسا عملوا فرنسا عملوا رأسا زي وصل فرنسا يزوق تديجا وق آيات فرنسا إذا وقطع وقتي شهادة دقوا نخبرش ويا سونم تسوي دقوا نعبوس تيجا как стоящий وقت زي وصل جنبي تصعب كيس لا شيء وبان فرنسا شيء وداخ أحمد وداخ بعد شيء منصور بيش وبشيء نكذا سيداخرة عوش داش قميل بيش ونقول خبرة تنداس عوش سخزن سون بعد جو كاد بالإذن شيء سقاش وشو سون بعد يبغى داش أنا بيش وداس تدق رأي داس إن شاء الله نية توشو تنام نش خلا وانوي جنيب إيش تشاورن شو شو نخ لقوادنا Ну, надо, по-моему, вообще постороннего кого-то найти и сказать, давайте все объединяемся под этот флаг. И, я имею в виду, дело, если мы не объединимся перед оппозицией, может положено, мы не за Шахара туда и воюем, а против врага. Мы начнем, мы в то время же, мы же помним, как русские ламы сдаться ночью автобус, а мы не разговаривали на чеченском у себя на родине, на автобус, когда ехал, как они себя вели. Иншаллах, да, мухлаха, рано или поздно все меняется. После каждой тягости есть облегчение. Аллах, что, Аллахи, же боды, гол, без, же тоша, кеска, ясно, же хватит нас, же сача, же догодильно, ну, догодильгадас, Алекса, и саму хасун. У нас дома наш народ, они на нас надеются, и когда я с многими людьми разговаривал, клянусь, когда вы между собой здесь ссоритесь и ругаетесь, или кого-то друг друга, клянусь, им так это обидно, потому что они на вас надеются, и когда видят, что вы ругаетесь, у них надежда последняя умирает. Больше у них надежды не такой. Есть на Аллаха, в первую очередь, на Бога, Создателя. Во-вторых, это предлог, вот вы, которые носите флаги Ичкерии, волка носите, волк не ищет, знаешь, соперника слабее, он на любого нападает. Аллах дал эхту боева, маса Аллах дал юхабар цахбой, дал дин ислам, и вайхоман байдан дорш. Аллах хаби вацаха кирам бош, вацаха чил массу ислам. Аллах дал эхту боева, дел рейсхи халаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва Алекса. Осман, ну, ты вышел. Я знаю, что хотел бы сказать. Вот ты вышел по поводу того, что объединяться. Нам не нужен новый человек. Новый человек, нужно смотреть, что это за новый человек. У нас есть законная легитимная власть в лице президиума правительства. Не нужно под них идти. Независимый СГУ просто суна айдалдиз. Чтобы для того, чтобы у нас было государство, нужно международное право. Эксперты международного права говорят, что нужно иметь три составляющие. Это территория, народ и правительство. Легитимное, признаваемое, договороспособное, мирное правительство должно быть. И если мы отказываемся от нашего правительства, то есть у нас народ и территория, уже не имеет значения, государства у нас не существует. Поэтому я признаю свою власть. Я по большому счету не нуждаюсь ни в какой власти. Я такой же свободный чеченец, как все чеченцы. Абсолютно люблю свободу. Не люблю, когда надо мной кто-то командует.
и так далее. Но я понимаю, что есть правила, есть закон, и мне нужно мое государство. Поэтому я признаю наш президиум правительства, легитимную власть. Эти люди не предали, в отличие от других, которые представляют себя властью, не продались, не предали и идут, несут знамя Чеченской Республики Ичкерия, высоко подняв его. И я поэтому их поддерживаю и придерживаю. Поэтому нам не нужны новые люди. Нету этих новых людей. Где взять? Ну, что значит новые? Да? Мы уверены, что он компетентен, что он не предаст, что он не засланный, еще что-то. А вот есть проверенные, компетентные, которые жизнью проверенные, не предают, не проходят. Просто поддержать. Причем по Конституции, да, по-моему, 65 лет у нас президента может быть. Не Аяд, не Алла, там может быть есть люди помоложе, и которые могут баллотироваться в президенты. Я с удовольствием поддержу их, если они будут такие. И нам нужно просто на один низам стать, на одну конституцию, на один закон. И все. И вместе продолжать бороться. А все вот эта агентура, от нее нужно избавляться. С этой агентурой у нас договоренности не будет. И я знаю, дома люди надеются, что мы что-то здесь двинем в горы, что мы что-то подвинем и так далее. Я полностью разделяю их мнение, и я сам хочу, чтобы это произошло. Но если мы опять окажемся в одной лодке с, так сказать, с российской агентурой, которая будет много чем помогать нам первое время, даже деньгами, оружием, информацией, там, грамотной, там, юридически, информационно, там, все это делать. В итоге мы окажемся от них зависимы, и мы окажемся потом опять там же, где мы были. То есть, вот что с нами произошло. Аслан Масхадов вокруг себя собрал всю агентуру, он погиб, а все остальные фактически существуют и продолжают дальше действовать. Точно так же касается это Закаева, точно так же это касается Кутаева, всех вот этих вот блогеров, которые тоже есть. Поэтому с ними объединяться это не то, чтобы там честь не позволяет, там принципы не позволяют, это все есть, это не позволяет. Но это еще контрпродуктивно. Мы просто... Можно там переступить через что ради дела общего, что-то там как-то сделать. Но я считаю, что это приведет к еще большим потерям. Пусть нас будет 5 человек, пусть нас будет 20 человек, но эти люди будут 100% уверены, что они никогда не перейдут на сторону русских, не продадутся, не предадут и так далее. Вот тогда у нас все пойдет и поедет. И так едет и идет. Просто вот эти люди, они сбивают людей и отговаривают, там, дезориентируют и так далее. Ну, ничего. Было потруднее. Были потруднее времена. Как-то так. На этом, друзья, я свой стрим закончу. Агентура была и среди Джохара. Да, СЦ, полностью согласен. Если я говорю при Масхаде, я это помню, этих людей, они сейчас есть. В принципе, и при Дудаеве тоже была агентура. Это тоже правда, поэтому я ничего не могу тебе возразить по этому поводу. Да, это так. Она везде была, есть, но мы должны от нее избавляться. И если мы знаем, а если уже люди себя полностью дискредитировали, полностью засветились, то мы должны их оставить там, где они находятся, и идти дальше. Всего самого хорошего. Слава Украине, все будет Ичкерия. Ам Израиль Хай. God bless Америка. Живе Беларусь. Алла, Казахстан, Азербайджан и все остальные, друзья. Всего самого хорошего. Спасибо. До свидания. Адекюэль Машуэль.